Доброе утро! В эфире передача «Новый день» и с вами ведущая Алина Алексеева. Сегодня 25 сентября, среда. До середины недели мы уже дожили и узнаем, чем примечательна эта дата, 25 сентября. Сегодня, на самом деле, 200 лет тому назад было совершено первое переливание крови. Представляете, 200 лет тому назад. Насколько кровь – это важная вообще составляющая жизни человека? Конечно, важная, да, скажете вы. Сегодня быть донором крови – это почетное звание, это распространено, это регулируется и контролируется Всемирной организацией здравоохранения мировой, да, и существуют правила, о которых я хотела бы вам рассказать сегодняшнее утро. Как стать донором крови, то есть какая категория лиц может быть донорами крови. Итак, в первую очередь вам должно быть от 18 до 65 лет. Во вторую очередь вы должны чувствовать себя здоровым человеком. То есть у вас не должно быть признаков гриппа, простуды, возможно, каких-то там вирусных заболеваний. Да? Хорошее самочувствие – это важный фактор для того, чтобы вы стали донором. И возвращаясь в историю, что нужно обязательно знать еще? Да? 200 лет тому назад, когда впервые проводилась врачом Джеймсом Бланделом до 1878 года он был, да, значит, называлось это гемотрансфузия. И вот впервые он провел переливание крови. Это было всего 4 унции, если переводить на сегодняшние там, миллилитры, например, да, то это всего 100 миллилитров крови. И он переливал кровь женщине, которая была в родах, и донором выступил ее муж. Всего 4 унции крови, казалось бы, это всего 100 миллилитров, а на сегодняшний день доноры сдают по 400 миллилитров крови. То есть за 200 лет наука, медицина настолько, скажем так, продвинулась, что из человека можно уже по 400 миллилитров крови делать там донорскую кровь. И нужно говорить о том, что кровь – это не только сам продукт, это также составляющие крови, да, могут быть донорскими. Сотни тысяч жизней в мире спасают благодаря донорской крови. Я призываю вас всех обратить на это внимание и посильно помогать и в этом русле тоже. Мы продолжаем наш эфир и переходим к погоде. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в 6 часов утра в центральных Улусах зафиксирована температура минус 2 градуса. Днем потеплеет до 9 градусов выше нуля. Заречье минус 7, минус 1 в 6 часов утра и днем до 8 градусов потеплеет. В южных Улусах минус 5, минус 2 в 6 часов утра, днем плюс 6, плюс 7. Вилюйские Улусы плюс 2, плюс 4, днем плюс 9, плюс 11. Нижнеленские Улусы минус 1, плюс 2, днем плюс 6, плюс 7. Западные Улусы плюс 4, плюс 7 градусов, днем плюс 11, плюс 13. Колымо-Индигирская группа Улусов минус 2 в 6 часов утра, плюс 4 днем. Янские Улусы минус 4, плюс 1. Днем минус 2, плюс 4. Северо-западные Улусы минус 1, плюс 2, плюс 4, плюс 6 днем. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха зафиксирована 0 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается потепление до 11 градусов. Замечательно. Сегодня вновь нам не обещают дождя, не обещают порывистого ветра. Западный ветер – это не так плохо для конца сентября месяца. Одевайтесь тепло, садитесь сейчас обязательно завтракать. Завтрак – это залог хорошего дня. У нас сейчас середина недели, самое время собраться силами, чтобы дожить до конца недели, полными бодрости духа и хорошего настроения. А для того, чтобы вы были в курсе, наша новостная группа подготовила для вас новости. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте.
Затянувшийся ремонт улицы Якутска подходит к своему логическому завершению. По контрактам к 1 октября на всех участках должен быть уложен асфальт. Подрядчики пришли на усиленный режим работ после того, как руководство республики дало указание городу ускорить их и завершить в срок дорожный ремонт по федеральной программе «Качественные и безопасные дороги». На улицах Жарницкого и Петра Алексеева продолжается благоустройство, есть отставание на Хатынь-Уральском шоссе. Хатырякское шоссе у нас находится на особом контроле. Больших изменений мы на сегодняшний день также не заметили. Но на сегодняшний день мы видим то, что работа эта ведется крайне медленно. И до 1 октября в срок они не успеют. Тем временем в Алекминске состоялось выездное совещание по реконструкции аэропорта. Были обсуждены вопросы по освоению и разработке карьеров для взятия грунта, доставки и провозу грузов. Также была затронута основная тема работы аэропорта в ремонтный период. После был произведен объезд по объектам реконструкции, где на месте осмотрели предполагаемую схему строительства и хранения строительных материалов. Работы начнутся уже в октябре-ноябре этого года. В эти дни отгружается первая партия железобетонных плит для полосы. Проведены встречи с руководством района, с руководством города. Также обсуждены проблемы строительства, начала строительства, условия перевозки техники, условия проживания персонала. Также объехали все объекты, которые попадают под реконструкцию, начиная с взлетно-посадочной полосы, кончая объектами ОРВД. Около года осталось до всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 декабря следующего года. Следует отметить, что с момента последней переписи в республике произошло много демографических событий. Так, за это время родилось почти 126 тысяч человек, а умерло 66 тысяч. Прибыло в республику 280 тысяч, уехало более 300 тысяч человек. Общая численность населения Якутии выросла на 8,5 тысяч и составила 967 тысяч 9 человек. Одной из основных новаций следующей переписи населения будет то, что переписчики пойдут не с бумагами, а с планшетами и электронными картами. Это позволит сократить количество ошибок и время обработки данных. Особенностью переписи этого года, будет то, что можно будет пройти перепись через портал госуслуг. То есть население может сами войти в данный портал и пройти самостоятельную перепись. Кроме того, будут работать стационарные участки переписные в местах массового скопления народа, в торговых центрах и так далее, где также можно будет пройти перепись. В Якутске в преддверии финального заседания жюри открытого всероссийского конкурса на создание концепции площади Ленина минувшим днем прошел мастер-класс финалистов конкурса. Они для молодых архитекторов республики продемонстрировали свои лучшие проекты, которые были реализованы в других городах и странах. Провели лекции на темы архитектура как инструмент развития территорий, дизайн-код как мыслить шире, от общественных пространств до парк-сетей. Мероприятие прошло в коворкинг-центре «Штаб». Отметим, сегодня в Музее «Россия. Моя история» в 15 часов состоится итоговое мероприятие открытого всероссийского конкурса на разработку концепции площади имени Ленина. Участники перед членами жюри представят свои проекты. Сегодня здесь собрались немногие, но ярчайшие архитекторы федерального уровня. Архитекторы, которые известны не только в России, но и во всем мире, которые проектируют в самых разных городах, очень много ездят, представляют нашу страну. Они привезли сюда мастер-классы, в ходе которых они продемонстрируют лучший опыт проектирования общественных пространств, комфортной городской среды, подходов к созданию пространства для человека 21 века. Мы поговорим о проектах, которые реализуются последние годы в Республике Саха-Якутия и о проектах, которые будут реализовываться в республике в ближайшие несколько лет. И постараемся понять, где республика в тренде, где что могло бы как-то изменяться, как этот опыт в республике синонимичен и связан с опытом, который есть в других городах страны и мира. Такова информация к этому часу. Не переключайтесь. Спасибо нашим новостным ребятам за то, что всегда нам все оперативно вовремя сообщают о том, что мы знаем, что происходит в мире, в республике. А мы переходим к нашим сюжетам. И сегодня в рубрике «Мои документы» мы расскажем о новых мерах поддержки семей с детьми.
А новые виды пособий стали доступны для якутян с мая этого года, и они доступны для семей, у которых ребенок родился в 2019 году. И подробнее нам об этом расскажет наш журналист. Если в семье родился первый ребенок, либо семья усыновила первого ребенка, то такой семье полагается новая мера поддержки в виде единовременной выплаты размером 33 тысячи рублей. Главным условием получения пособия – это наличие гражданства Российской Федерации и 3-летняя прописка на территории Якутии. Для получения данной пособия не требуется подтверждение доходов семьи, то есть это пособие назначается практически всем семьям, то есть тем, кто живет на территории Якутии. Документы для получения пособия можно подать и в центре «Мои документы», также через портал eyakuti.ru, а также в Управление социальной защиты населения. Для оформления услуги потребуется паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении ребенка и родовый сертификат, выданный матери в женской консультации. Также имеется новая мера поддержки семей, у которых родился второй ребенок, либо семьей усыновлен второй ребенок. Таким семьям полагается региональный материнский капитал. Условия получения данного сертификата те же, что и на получение единовременной выплаты на первого ребенка. Для получения регионального материнского капитала необходимо подать также документы: паспорт родителя, свидетельство о рождении детей, также родовый сертификат, который выдала женская консультация, и материнский сертификат на материнский капитал, который был выдан Пенсионным фондом Российской Федерации. То есть сначала семья обращается за получением сертификата федерального, то есть по Пенсионному фонду, затем уже может обратиться за получением регионального материнского капитала. Размер материнского капитала составляет 139 тысяч рублей. Его можно выплатить на улучшение жилищных условий, на получение ребенком образования, а также, если в семье есть ребенок-инвалид, то для социальной адаптации ребенка-инвалида. Также в этом году появилась еще одна мера поддержки для многодетных семей при рождении третьего и последующего ребенка. Отличием этой выплаты является расчет доходов семьи. Необходимо членам семьи, родителям, представить справку о размерах доходов за предыдущие 12 месяцев. Семья получает пособие, если среднедушевой доход семьи на одного члена семьи ниже 42 тысяч рублей. Также документы можно подать в Управление социальной защиты населения, также через региональный портал eyakuti.ru и через центры «Мои документы» с паспортом, также свидетельство о рождении на всех детей и справка о доходах, как я уже сказала, за 12 месяцев, и родовый сертификат, который также выдан женской консультации. Данное пособие выплачивается до достижения ребенком 3 лет, ежемесячно в размере 16 тысяч рублей. По истечении 1 года необходимо подать документы заново для продления пособия. Поблагодарим нашу республику за то, что у нас открываются такие хорошие меры поддержки, да, в том числе для мамочек, для предпринимателей. И вообще Центр «Мои документы», он всегда отвечает запросу общества. То есть вот где-то у вас не получается, где-то вам сложно что-то сделать, да, обращайтесь в «Мои документы», они всегда вам помогут. И еще хотелось бы вам сказать, да, смотрите наше утреннюю телепередачу с ручкой и бумажкой, потому что столько полезной информации, которую вот стоит сразу записать и просто вот в течение дня быстренько уже пользоваться этой информацией. Мы смотрим следующий сюжет, в котором расскажем, что с 4 по 6 октября в Якутске пройдет 6-й фестиваль циркового искусства «Мамонтенок-2019». В этом году фестиваль будет приурочен к 25-летию цирковой деятельности имени Марфы и Сергея Расторгуевых и соберет уникальные цирковые номера. Подробнее в нашем сюжете. 6-й международный цирковой фестиваль «Мамонтенок-2019» состоится в Якутске с 4 по 6 октября. Выступления участников фестиваля и уникальные цирковые номера можно будет увидеть на арене Государственного цирка Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых. 4 октября у нас будет 2 программы А и Б. Они совершенно разные программы. В этом году он отличается, фестиваль, тем, что мы возраст не будем ограничивать. До этого мы «Мамонтенок» фестиваль проводили до 18 лет, принимали, значит, приглашали артистов. Сейчас будут уже взрослее и очень интересные номера. Где-то более, где-то около 10 стран.
В этом году фестиваль приурочен к 25-летию Государственного цирка Якутии и соберет уникальные номера современности. В участии в фестивале примут представители 10 стран – Израиля, Казахстана, Вьетнама, Монголии, Колумбии, Монако и других. В этом году мы почему сделали в октябре, осенью, потому что 5 сентября 1994 года указом нашего первого президента Михаила Николаева был создан государственный цирк. И, естественно, мы ждали этой даты. И, конечно, получилось так, что в этом сентябре целых много фестивалей. В сентябре, значит, в Москве, в Минске, в Китае. Ну, между ними вот мы решили провести. Фестиваль «Мамонтенок» призван выявлять талантливых артистов в различных жанрах циркового искусства. Акробатики, воздушной гимнастики, клоунады, эксцентрики. Будем принимать участие в фестивале номером «Русские палки». Это акробатический номер. Принимают 3 ребят, прыгают на палке, делают разные элементы акробатики. Наш номер интересен тем, что нам поставил постановку режиссер из города Москвы Дмитрий Чернов. Своеобразный стиль, хороший почерк, и нам очень нравится самим ребятам, и поэтому мы с воодушевлением будем работать. В качестве членов жюри и почетных гостей фестиваль также посетят известные российские и зарубежные деятели цирка и импресарио. Наталья Колесова, Андрей Секретов. Новый день. Здорово. Давайте все вместе пойдем в цирк, поддержим ребят, поддержим наших якутских циркачей, да? Мне кажется, шоу будет действительно незабываемым. Тем временем в Хандекской средней школе прошла ежегодная осенняя ярмарка. Мне кажется, все родители уже не представляют осень без вот этого праздника вкусностей. Дети друг друга угощают, зарабатывают деньги на соленьях, вареньях. Давайте посмотрим, как это было в Хандеге. Ежегодно в Хандекской средней школе благотворительные осенние ярмарки проходят с большим размахом. Дети, родители и учителя заранее готовят продукцию для продажи. Украшают прилавки с яствами, от которых нельзя глаз отвести. Наряжаются в яркие костюмы, бойко торгуют наперебой с соперниками. Детям очень нравится сам процесс продажи, потому что они видят свой результат, они готовились, у них есть азарт победить в этом. Все равно есть между классами конкурс, кто больше выручит, тот занимает первое место. Разнообразие ассортимента поражает воображение. Пирожки, торты, блины и вафли с различными начинками, хворосты, кексы, пряники и булочки, варенье и соленья, утки и другие дары лесов и огородов. Сегодня я работала продавцом в ярмарке. Это немного трудно, но и весело. Сегодня мы продавали очень много. Я участвовала 2-й год на ярмарке. Мы с мамой испекли в этом году торт сливочный. Мне на ярмарке очень сильно понравилось. И теперь моему классу придут деньги, и мы сможем купить что-нибудь полезное. Часть вырученных денег, примерно 80%, пойдут на нужды класса. Остальные – малообеспеченным семьям для приобретения канцелярских товаров. Такие ярмарки сплачивают учащихся родителей и учителей, которые все в едином порыве с шутками и прибаутками выручают деньги на нужное дело. Нина Ханарова, Джоу Стантов-Тиков, Мария Винокурова, Хандега, Тампонский район. Вкусности вкусностями, не забываем об овощах. Осенью как нельзя нужно обязательно питаться правильно, потому что нам нужен иммунитет. И посмотрим про самый главный овощ, который не сходил просто с уст весь август, весь сентябрь, все начало с сентября, про картошку. Родина картофеля – Южная Америка, где до сих пор можно встретить дикорастущий картофель. Введение картофеля в культуру было начато примерно 9-7 тысяч лет тому назад. В то время индейцы не только употребляли картофель в пищу, но и поклонялись ему, считая одушевленным существом. Первая картошка попала в Россию из Западной Европы еще в 17 веке по инициативе царя Петра I. Уже в 1736 году новый овощ выращивали на аптекарском огороде в Петербурге и подавали на придворных банкетах как экзотическое блюдо.
19 января 1765 года по инициативе медицинской коллегии для предотвращения голода вследствие недорода хлебов был издан указ Сената сажать картофель на российских огородах. Однако на протяжении всего 17 века массового распространения в России картофель так и не получил. Помимо культурно-религиозных причин, довольно частые случаи отравления плодами чертова яблока также приводили к тому, что в массе своей крестьянское население России новый овощ долго не принимало. 26 августа 1770 году в трудах Вольного экономического общества появилась первая научная статья на тему картофеля «Примечание о картофеле». Впервые название «картофель» ввел в русскую речь ученый-агроном Андрей Тимофеевич Болотов, который первым в России приступил к выращиванию культуры на огороде, а не на клумбах, положив тем самым начало массовому распространению на Руси. В 1840 году правительство предприняло меры по внедрению культуры выращивания картофеля, что встретило сильное сопротивление крестьян, поскольку у них отбирали под картофель лучшую землю, подвергали наказаниям за неисполнение предписаний властей. В ответ на принудительное ведение посевов картофеля по стране прокатились картофельные бунты. Тем не менее, благодаря вкусу, урожайности и сытости, картошка получила признание во многих губерниях Центральной России, на Украине, Белоруссии, в Прибалтике. Производство картофеля из года в год росло, а назначение и использование становилось более широким и разнообразным. Не зря сегодня нередко картофель называют вторым хлебом. Продолжаем наш новый день и в эфире встречаем наших гостей. Доброе утро. Доброе Давайте знакомиться. У нас сегодня в гостях Александр Воротников, эксперт экспертного центра проектного офиса развития Арктики, доцент РАНХИКС. Доброе утро, уважаемые якутяне. Да, и у нас также в гостях его коллега Сергей Неустроев, первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. Да. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, и посвятите нас в новый проект, да, в который необычен, потому что в нем участвовать могут население. Значит, проект, который включает участие населения, официальных лиц и экспертов, объединяет этот их проект для того, чтобы создать государственный документ «Стратегия развития арктической зоны в Российской Федерации». Да? Расскажите, пожалуйста, я думаю, нашим телезрителям это действительно интересно, потому что сейчас про Арктику много говорят, но пока ничего не знают. Да, на самом деле, конечно, очень много все говорят про Арктику. Я хочу отметить то, что сейчас очень сильно меняется политика государства в Арктике, готовятся новые документы для того, чтобы правильно отнестись к развитию арктической зоны. Первый важный документ, который сейчас запускается, это стратегия развития Арктики до 1935 года. И по соглашению с Минвосток Арктика развития, Министерство развития Арктики и Дальнего Востока, экспертный центр ПАРА является основным бенефициаром, основным участником вообще этого процесса. Для того, чтобы вовлечь в подготовку стратегии Арктики до 1935 года все население, не только ученых, не только экспертов, не только чиновников, мы создали информационную платформу «Арктика-2035». И вот каждый гражданин, каждый человек, который живет в России, за рубежом, нас интересует в первую очередь мнение людей, которые сами живут в Арктике. Потому что Арктика не может развиваться без учета их мнения. Это очень важно, потому что, в общем, основная задача в стратегии развития Арктики есть поручение президента, который говорит, что люди в Арктике должны быть ничуть не хуже, а даже, может быть, лучше, чем в Центральной России. А для того, чтобы это учесть, нужно понимать мнение каждого человека, который живет в Арктике. И платформа очень простая. Каждый человек в ней может спокойно зарегистрироваться и спокойно внести свои предложения, очень специально сделать такую легкую. И мы потом это обсуждают, уже в центре обсуждается, и мы готовим предложение для министерства. И вот сегодня у нас еще будет стратегическая сессия, которую проведет правительство Якутской Республики, где тема будет обсуждаться. И будем смотреть предложения Республики Якутия, стратегию развития Арктики, плюс до них донесем до чиновников, как вообще надо учитывать мнение населения. Я правильно поняла из нашего разговора, что
вот пора это является таким, ну, каким-то средним звеном между населением, да, и госструктурами. Я даже сказал так, не населением даже, а пора является таким центром, который вообще может объединить и мнение населения, и мнение госструктур, да. И мы являемся как раз вот таким оператором, который это связывает. Более того, значит, что важно, да, вот эта новая платформа, она сейчас проходит, ну, такое испытание. И мы думаем, такой совершенно новый инструмент, такого раньше в России не было. И я думаю, что вот по работе, по созданию стратегии развития Арктики, этот инструмент дальше будет участвовать, использоваться правительством для того, чтобы наконец-то начинать учитывать мнение населения, а не только экспертов в различных новых законах, различных инновациях правительства и так далее. Замечательно. Давайте послушаем Сергея. А что республика думает на этот счет? Какие инструменты взаимодействия есть уже сейчас? Что планируется? Ну, мы как крупнейший регион Арктический Российской Федерации, у нас разрабатывается тоже своя стратегия социально-экономического развития Арктической зоны республики. Ну и реализация стратегии должна позволить к 2030 году качественно улучшить уровень жизни человека в Арктике, сделать территорию комфортной для проживания, для воспитания детей, привлекательной для работы и ведения бизнеса. Ну и основными направлениями преодоления дискомфортности в арктической зоне у нас мы предлагаем это строительство дорог, модернизация аэропортов, внедрение новой транспортной подсистемы, специально на основе адаптированной техники для Арктики, а также развитие малой авиации, восстановление регулярного судоходства по бассейнам основных руслов рек и Северному морскому пути. Также обеспечение доступной интернет-связи. В районных центрах мы предлагаем проведение комплексной реновации, строительство адаптированных для полярных условий социальных объектов, комфортного жилья и чтобы были организованы комфортные общественные пространства. Также строительство новых источников теплоэнергии, мини-АЭС, мини-ТЭЦ на местном топливе и электростанции на сжиженном природном газе. Также развитие промышленного производства, естественно, оно уже начинается, чтобы оно было на принципах социальной ответственности и бережного отношения к природе. Также развитие сельского хозяйства, глубокой переработки, ну и выхода локальной продукции на рынок. Ну, я прям послушала, это целый список, целая действительно государственная программа, да? Я думаю, что сейчас не только жители Арктики обрадовались тому, что в ближайшие 10 лет их ждут такие глобальные перемены, но и все население республики в первую очередь. Почему? Потому что мы ведь действительно огромная республика, и нас очень мало, да? И я вот хочу такой последний уточняющий, наверное, вопрос вам задать. Вот у нас в республике сейчас проживает порядка там 300... В республике? Да, в республике. 900? Около миллиона, да, извиняюсь, городом, да, около миллиона тысяч, около миллиона человек, правильно так сказать. А в арктической зоне какая часть населения республики относится к арктической зоне? Сколько? У нас 13 районов, в них проживает 68 тысяч человек. Но это люди очень сильные, стойкие, и тут уже, наверное, играет не количество, а качество. Но мы хотели бы, чтобы в Арктике проживало больше населения, и наши планы связаны с этим. Ну, я думаю, мы, наверное, можем пожелать тогда... Два слова. У нас уже время заканчивается, да, мы вас благодарим. Я думаю, что мы желаем, и вообще жители Арктики достойны того, чтобы действительно их такие перемены ждали, да? Мы будем теперь следить за этим. Ждем вас в наших эфирах с новостями об исполнении этой программы государственной. Благодарим вам еще раз. Желаем вам хорошего дня, а мы уходим на рекламную паузу. Спасибо большое. Доброе утро всем тем, кто сейчас только присоединился к нам. Я думаю, сейчас время как раз уже для завтрака. Желаю вам приятного аппетита, желаю вам бодрого настроения. И напоминаю, что сегодня 25 сентября, среда, середина недели. Давайте узнаем, какие новости ждут нас сегодня.
эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Затянувшийся ремонт улицы Якутска подходит к своему логическому завершению. По контрактам к 1 октября на всех участках должен быть уложен асфальт. Подрядчики пришли на усиленный режим работ после того, как руководство республики дало указание городу ускорить их и завершить в срок дорожный ремонт по федеральной программе «Качественные и безопасные дороги». На улицах Жарницкого и Петра Алексеева продолжается благоустройство, есть отставание на Хатырь-Юрахском шоссе. Хатырявское шоссе у нас находится на особом контроле. Больших изменений мы на сегодняшний день также не заметили. Но на сегодняшний день мы видим то, что работа эта ведется крайне медленно. И до 1 октября в срок они не успеют. Тем временем в Алекминске состоялось выездное совещание по реконструкции аэропорта. Были обсуждены вопросы по освоению и разработке карьеров для взятия грунта, доставки и провозу грузов. Также была затронута основная тема работы аэропорта в ремонтный период. После был произведен объезд по объектам реконструкции, где на месте осмотрели предполагаемую схему строительства и хранения строительных материалов. Работы начнутся уже в октябре-ноябре этого года. В эти дни отгружается первая партия железобетонных плит для полосы. Проведены встречи с руководством района, с руководством города. Также обсуждены проблемы строительства, начала строительства, условия перевозки техники, условия проживания персонала. Также объехали все объекты, которые попадают под реконструкцию, начиная с взлетно-посадочной полосы, кончая объектами ОРВД. Около года осталось до всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 декабря следующего года. Следует отметить, что с момента последней переписи в республике произошло много демографических событий. Так, за это время родилось почти 126 тысяч человек, а умерло 66 тысяч. Прибыло в республику 280 тысяч, уехало более 300 тысяч человек. Общая численность населения Якутии выросла на 8,5 тысяч и составила 967 тысяч 9 человек. Одной из основных новаций следующей переписи населения будет то, что переписчики пойдут не с бумагами, а с планшетами и электронными картами. Это позволит сократить количество ошибок и время обработки данных. Особенностью переписи этого года, будет то, что можно будет пройти перепись через портал госуслуг. То есть население может сами войти в данный портал и пройти самостоятельную перепись. Кроме того, будут работать стационарные участки переписные в местах массового скопления народа, в торговых центрах и так далее, где также можно будет пройти перепись. В Якутске в преддверии финального заседания жюри открытого всероссийского конкурса на создание концепции площади Ленина минувшим днем прошел мастер-класс финалистов конкурса. Они для молодых архитекторов республики продемонстрировали свои лучшие проекты, которые были реализованы в других городах и странах. Провели лекции на темы архитектура как инструмент развития территорий, дизайн-код как мыслить шире, от общественных пространств до парк-сетей. Мероприятие прошло в коворкинг-центре «Штаб». Отметим, сегодня в Музее «Россия. Моя история» в 15 часов состоится итоговое мероприятие открытого всероссийского конкурса на разработку концепции площади имени Ленина. Участники перед членами жюри представят свои проекты. Сегодня здесь собрались немногие, но ярчайшие архитекторы федерального уровня. Архитекторы, которые известны не только в России, но и во всем мире, которые проектируют в самых разных городах, очень много ездят, представляют нашу страну. Они привезли сюда мастер-классы, в ходе которых они продемонстрируют лучший опыт проектирования общественных пространств, комфортной городской среды, подходов к созданию пространства для человека 21 века. Мы поговорим о проектах, которые реализуются последние годы в Республике Саха-Якутия и о проектах, которые будут реализовываться в республике в ближайшие несколько лет. И постараемся понять, где республика в тренде, где что могло бы как-то изменяться, как этот опыт в республике синонимичен и связан с опытом, который есть в других городах страны и мира. Такова информация к этому часу. Не переключайтесь. Продолжаем наш новый день. И в гостях у нас сегодня две замечательные, просто красавицы, умницы, спортсменки. Давайте знакомиться. Захарова Елена Викторовна, автор грантового проекта Якутской городской общественной организации по развитию брейкдэнса.
Якутск Сити Брейкерс, брейкеры города Якутска. И красотка Сардана Черкашина, руководитель танцевального коллектива Disco Dolls. Ну, мы все знаем про Disco Dolls, да? Представитель международного вакинг-сообщества Imperial House of Waking. Девушки, с чем вы к нам пожаловали? Я точно знаю, что какое-то грандиозное мероприятие сейчас проходит, да? И это в рамках того грантового проекта, который вы, Лена, выиграли. Да. Доброе утро. Доброе утро. Да, хотели бы рассказать об этом поподробнее. Я представляю сейчас общественную организацию Якутск Сити Брейкерс или брейкеры города Якутска. Суть проекта в двух словах заключается в том, что мы организуем танцевальные соревнования, которые открыты и доступны для участия всех желающих, абсолютно любого человека. И в итоге это все завершается проведением итогового чемпионата, который мы называем республиканским чемпионатом. Это такое крупномасштабное событие нашего региона, которое объединяет все танцевальные коллективы. Оно точно состоится 14-15 марта 2020 года, а его предваряют, соответственно, промежуточные соревнования, которые мы называем отборами. И вот как раз в эти выходные, 29 сентября, состоится отбор по направлению вакинг. Очень яркое, очень интересное танцевальное направление, однако проект при этом охватывает все танцевальные уличные стили нашего города, представители которого, конечно, имеются. В основном это брейк-данс, хип-хоп, вакинг и постановочная хореография, которая объединяет разные команды города и командные выступления. Так состоится, например, командное соревнование 3-4 ноября. Уже. Да, проект заключается в том, его отличительная особенность, что мы прописываем календарный план на весь предстоящий год. И танцоры уже заранее знают обо всех предстоящих мероприятиях, соответственно, могут к ним готовиться. Ну и танцевальные коллективы тоже. Мы хотели бы, в свою очередь, призвать всех жителей нашего города поддержать проект своим участием. Для нас очень важны зрители, очень важны участники и танцевальные коллективы, которые, например, по командным соревнованиям могут присоединиться не обязательно по уличным танцам. Это может быть и эстрадное направление, и любые современные танцы. Вот. И проект хорошо структурирован, но он имеет совершенно четкое обоснование. И поскольку он бесплатный и открытый для всех желающих, то вот он получил поддержку от президента России. Выиграли конкурс фонда президентских грантов на сумму 500 000. Здорово. Проект уже выигрывает второй год. И общаясь с представителями фонда, они сказали, что проект хороший, участвуйте, продолжайте участвовать. То есть они призывают постоянно поддерживать участие организации в их конкурсах. И я думаю, что в следующем году, если в этом году мы успешно привлечем общественность и внимание к соревнованиям, то обязательно повторим и будем участвовать, продолжать в конкурсе. Так, я немножко резюмирую, да, Лен, твою речь? Во-первых, участие бесплатное. Да, абсолютно. Во-вторых, вы второй раз выиграли грант, то есть девчонки из Якутии выиграли президентский грант российского масштаба. Мы представители организации, все же у нас команда, мы это делаем совместными усилиями. Да, вот. Но вы выступаете инициатором, правильно? Да, я вот выступаю инициатором. Да, и могут участвовать абсолютно все желающие. Да, абсолютно все желающие. Здесь главное не бояться, не стесняться. И самое главное, наша цель – привлечь, популяризировать это направление. То есть даже если человек никогда не занимался и хочет попробовать, то он, конечно, может принять участие. Самое главное, соревнования предваряют мастер-классы от выдающихся представителей этих направлений. Мы привозим их из центральных городов России. Даже вот сейчас из Минска привозим гостей. Но об этом, я думаю, давайте Сардана нам расскажет. Да, вот как раз в эти выходные проходит очередное соревнование по направлению вакинг, где приезжает очень крутая представительница своего стиля Лена Морозова из Минска, из Беларуси. Ой, как далеко так. И от своего имени, от имени нашей команды, и, думаю, от лица всех танцоров хотела бы официально поблагодарить Лену и всю ее команду, которая занимается этой. Но это нелегко, на самом деле, заниматься этим грантом. Каждый месяц привоз гостей, каждый месяц их встреча. Это, я думаю, огромный труд. Лене спасибо, то, что этим занимается на честном слове, добросовестно. Это чувствуется, когда все идет от души. И в прошлом году это все очень успешно прошло. И вот танцоры почувствовали на себе весь прошлый год. И в этом году сразу как-то активно все начали поддерживать, потому что похлопали в ладоши. Действительно, все очень успешно прошло. И в этом году как-то он стартовал более так насыщенно, все заинтересованы. Уже знают, да? Уже знают, что с чем кушать и как это все будет проходить. Поэтому все вовлечены, все команды
сердечками на глазах. Я думаю, что эти выходные, ну, лично для меня, как представителя стиля вакинг, так как на эти выходные будет, мы и вся наша команда с нетерпением ждем. Мастер-классы бесплатные, участие бесплатное. И судейство приезжего гостя – это всегда респектабельно, поэтому с нетерпением ждем. Ну, я так правильно понимаю, нам режиссеры сейчас дают плашки, да, по тому, как присоединиться, вот как участвовать, как узнать вообще поподробнее, да, об этом. Регистрация предварительно. Инстаграм, да, в основной сейчас канал у нас какой Инстаграм. Мы, конечно же, вообще будем с удовольствием следить, я лично буду следить за этим соревнованием. Я в первую очередь, конечно, рада тому, что, ну, что самое главное вообще для танцора? Что? Самореализация и признание зрителя, да? А когда у вас есть возможность учиться у кого-то, ну, у крутых представителей своих каких-то направлений, да, привозить в Якутск, то есть делать вот эти вот, это же очень дорого стоит. Во-первых, улететь, целый коллектив куда-то увезти, обучиться там, жить, условно, есть, да, возвращаться потом. А вы даете вот нашим ребятам вот бесплатно совершенно прикоснуться к звездам. Да, это самое лучшее. Сейчас большую популярность набирает у детей вот именно это направление танца. И поэтому активно призываем родителей, которые вот, ну, приводят детей, также поддерживать мероприятия. Пожалуйста, принимайте участие в качестве зрителей. Также будем сейчас... Плакаты рисовать. Да. Также будем сейчас приглашать и развивать это направление среди взрослых. Так что абсолютно здесь нет никаких пределов, никаких рамок. Полная свобода самовыражения, творческой самореализации. Мне кажется, сейчас все наши зрители начинают гуглить, что такое вакинг. Я вот это смогу, я это не смогу. Но я видела, вот как ты танцуешь, да? Это, ну, это очень необычно, Да, и это такое необычно. действительно яркое самовыражение. Девчонки, спасибо большое, что вы вот действительно самоотверженно на благо якутян трудитесь, даете нам возможность такую, да, во-первых, смотреть, во-вторых, участвовать, что тоже очень так, ну, интересно, мне кажется, это такой экспириенс каждый раз, да, поучаствовать в каком-то направлении, посмотреть, как это. Я надеюсь, что после нашего эфира у вас прибавится не только зрителей, но и соратников, наверное, да, и еще больше я надеюсь на то, что это не последний год, не последние отборы. Да. Будем ждать вас снова, а сейчас уходим на рекламу. Мы продолжаем наш новый день, и давайте узнаем, какая погода ждет нас сегодня в Якутии. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра в центральных Улусах -2 плюс 1 градус. Днем +8 плюс 9. В Заречье в 6 часов утра -7 минус 1. Днем +7 плюс 8 градусов. В Южных Улусах в 6 часов утра -5 минус 2. Днем +6 плюс 7 градусов. Вилюйские Улусы +2 плюс 4. Днем +9 плюс 11. Нижнеленские Улусы -1 плюс 2. Днем +6 плюс 7. Западные Улусы +4 плюс 7. Днем +11 плюс 13. Колымо-Индигирская группа Улусов -2 плюс 1. Днем +2 плюс 4. Янские Улусы -4 плюс 1. Днем -2 плюс 4. Северо-западные Улусы -1 плюс 2. Днем +4 плюс 6. В Якутске же в 6 часов утра температура воздуха зафиксирована на отметке 0 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается потепление до 11 градусов выше 0. Сегодня без осадков. Для тех, кто ищет работу, у нас есть специальная рубрика, с которой мы сейчас познакомимся. Медицинская сестра, среднее профессиональное медицинское образование. Главный бухгалтер, высшее образование, опыт работы в бюджетном учете. Среднее профессиональное образование, приборит службы. Доброе утро. У нас в гости в студии. Давайте знакомиться. Пожелаем доброго утра вам.
Доброе утро. Доброе утро. И в гостях у нас сегодня Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки, и Харука Камияма. Да? Представьте, пожалуйста, вашего коллегу, потому что мы знаем только, что вы эксперт в области образования, правильно? Ну, не совсем так. Вообще, Харука Камияма – это наша коллега из ассоциации Hokkaido Intellect Tank. Это организация, которая учреждена губернаторством префектуры Хоккайдо, Японии, для того, чтобы налаживать взаимодействие, на самом деле, образования, науки и бизнеса. То есть она вот эксперт в этом. Каким образом результаты деятельности научных и образовательных учреждений довести до реального сектора экономики, как мы говорим. Это вообще здорово, потому что это что-то прикладное. Когда наука связана с чем-то прикладным, это всегда радует. Да, как мостик мы работаем. Вы говорите на русском языке? Чуть-чуть. Супер, здорово. Расскажите нам, пожалуйста, тогда о проекте. Да, мы уже давно сотрудничаем в сфере городской инфраструктуры и окружающей среды. Еще по разным сферам с русскими партнерами. Как вам? Нравится? Очень нравится. Да? Расскажите нам, пожалуйста, со своей стороны, какую, может быть, практику, какую программу вы выполняете сейчас? Какой у вас, нашим телезрителям, наверное, интересно, да, сфера взаимодействия? Вообще наверное, мы с вами слышим о реализации национальных проектов Российской Федерации. Сегодня мы здесь представляем, как это не было странно, да, представителей Российской Федерации и Японии, мы представляем национальный проект «Наука Российской Федерации». Потому что цели, которые заявлены страной, это, конечно же, сохранение ведущих позиций Российской Федерации в основных направлениях научно-технологического развития. Например, очень важная цель – это привлекательность работы в Российской Федерации как для российских, так и для зарубежных исследователей. И здесь Якутия традиционно, мы являемся таким местом, которое привлекает наших зарубежных коллег для работы. И вот университет Хоккайдо, который активно сейчас у нас участвует в рамках Северного форума, который проходит, тоже хороший пример. Потому что, мой давний коллега, наш профессор Кенджи Йошикава, американец японского происхождения, который 2 года работал в Северо-Восточном федеральном университете приглашенным профессором, когда он узнал, что будет много японцев, он попросил список. Он в этом списке увидел очень мало японских фамилий и имен. Почему? Потому что это как раз-таки выстраивание привлекательности для работы зарубежных исследователей. То есть и американцы, и финны, и австралийцы, и канадцы приезжают для этой работы. И вот в нашей республике тоже мы, естественно, в рамках наших интересов нашего региона, мы выстраиваем такие международные связи. Расскажите, пожалуйста, как вообще работаете? Мне очень интересно, как выстраивается работа? То есть вы общаетесь прямо со студентами? Или это научное сообщество? Вы имеете в виду пример госпожи? Да, конечно, да? конечно. Мы же очень хотим слушать не правильно структурированной госпрограмме и так далее. Понятно, что это делали люди, которые сознанием дела подходят к процессу. А мне очень интересно, к нам всегда, когда приходят иностранные гости, мне интересно их глазами посмотреть. Что происходит, допустим, сегодня в научной среде, да? Как вам я не знаю, взаимодействие, может быть, да? Да, например, японские компании сейчас очень интересуют совместная разработка и совместное выращивание северного ягоды. О, это интересная тема. Ягоды это вообще для нас актуально, да? В республике, где дикоросы это наше все. И мы сделаем разработку биодобавку. Биодобавку? Да, от северного ягода. Очень полезно для глаза. И спрос этого товара очень повышает в мире. Ресурсов у нас не хватает в Японии, у японского производителя. И активно ищет в Якутии и вообще на Дальнем Востоке, потому что это близко. Здорово, здорово. Это получается, что в нашей, я знаю, что ягода якутская это не только, просто ягода условно, да, она ведь действительно там концентрированная за счет того, что мы живем на севере, у нее там короткое время жизни, да, но замечательно, что есть такой интерес к нашим ресурсам. И для реализации нужна совместная работа в науке.
Ну и вот как раз вы, наверное, здесь правы, как ведущие, да, что вы действительно более простыми словами можно сказать для наших людей, когда мы говорим о таких громких словах, как реализация национальных проектов. Вот этот пример, он показывает, что действительно, например, создание научно-образовательного центра, оно как раз-таки направлено на интеграцию образовательных учреждений, научных организаций и реального сектора экономики. Вот этот маленький пример, касающийся ягод, за ним очень большая работа на самом деле ученых и исследователей, которые обнаруживают полезные свойства, сравнивают их между собой, обосновывают и далее уже в виде готового продукта предлагают бизнесу, чтобы это потом могло быть реализовано. Собственно, это одна из тех больших задач, которые мы вот сейчас решаем в республике. Замечательно. Вообще интересно всегда, когда есть такой опыт сотрудничества, да, и когда, я не знаю, насколько это правильно, но вот национальные проекты, они ведь в первую очередь нацелены на что? На то, чтобы, республика процветала, да, жители республики вот в этом участвовали. И я почему все время спрашиваю про студентов, потому что, хорошо, у Японии есть заинтересованность в том, чтобы из нашей ягоды добывать какой-то там полезный элемент, да? А насколько вот Якутия, вот жители Якутии в это вовлечены? Я думаю, мы об этом обязательно еще поговорим, да? И я очень рада, что мы встретились, очень рада, что такие темы затронуты, и наши телезрители смогли познакомиться с этим национальным проектом, да? Мы благодарим вас за то, что вы к нам пришли. Я думаю, может быть, пожелаете хорошего дня нашим телезрителям? Мы желаем хорошего дня всем и хорошего самочувствия нашим ученым, исследователям, студентам, чтобы они получали хорошее знание и делали открытия, которые будут полезны нашему обществу. Благодарю вас. Это замечательное пожелание. А тем временем я хочу сказать нашим телезрителям до свидания. Встретимся с вами совсем скоро. А далее у нас якутский блог. Красотою свою пленила на меня долина Туймада. Народа Саха, земля, здесь я живу, здесь я буду жить, в этой жизни по течению плыть. Знаю я, что будет нелегко, но я вижу, что за тоннелем светло. Просветай, мой город, город небес, в твоих теплых объятиях вырос я здесь. Самый лучший город на этой земле, где бы я ни был, не забуду о тебе. Вместе с тобой встречаю рассвет, провожаю закат нынешних лет. От востока до запада раскинулась ты любимый город, город мечты. Одна ты на свете, одна ты такая, любимая столица северного края. Королевой севера тебя нарекают, ты лучший город, все это знают.